Царица Тамара и грузинская царица Тамара. Азрала еще Ханис. Сундан Галахни. И когда она выехала в страну кистов, к нам ислам шел с юга, со стороны Дагестана, а отсюда к нам шло, это миссионеры были, грузинские миссионеры, христиане. И они хотели навить со стороны Грузии к нам христианство, а со стороны Дагестана ислам. Но в то время, при правлении царицы Тамары, нас же называют кисты, Зурдукова кисты. И вот христианство побеждало, понимаете? Уже побеждало. Но все же Аллах и тогда, наверное, был к нам милостливый. Ислам у нас же закрепился, как мы знаем. В 7 веке в Дагестане был ислам, и отсюда ислам уже перешел в Чечню, и Чечни уже где-то в начале 18 конце 19 века исламизация у нас была, проходила Ингушетия. И закон укрепился у нас это ислам как религия государственная где-то в начале 20 века. Ислам уже среди ингушей. Но я знаю одно, это исторический факт. Когда она выехала в пределы кистов, кто вы? Тамара. Тамара. Да, Тамара. Когда выехала в пределы кистов, уздени, князья грузинские, многие ее уговаривали, отговаривали, не ездить туда. Потому что там небезопасно для царицы. Хотя у собой будет охрана, но все же нежелательно, они говорили, что... Риск. Да, как царица, что тут... Но когда она узнала, когда они узнали, что ее говорит, нельзя от этой затеи, то они собрали свой съезд, князья грузинские, и съезд. И на этом съезде решили, если какой-нибудь покровитель, видный покровитель из Ингушетии, даст слово, обещание, что именно он будет ее защищать, охранять ее. Если этот человек будет человек чести, достойный человек, то мы на поруки этого человека отпустим свою царицу, они сказали. Это должен был ингуш на территории Ингушетии. Да, на территории Ингушетии, проживает на территории Ингушетии. И когда был сход большой среди грузинских князей, туда были призваны и старшины наши ингушские, то они однозначно вынесли решение, что именно царицу Тамару на территории Ингушетии будет охранять Бархойкант в то время. И вот, дав слово, обещание, что именно он будет охранять это, они согласились, чтобы их царица приехала в Кисты, на родную Кисту, Ингушетию. Вот. Это я не хочу так, чтобы не подумали те, которые слушают меня, что именно что я барахою Албакова, что я поэтому это говорю. Это на самом деле исторический факт. Этот факт мы никогда не уйдем. Вот теперь вот интересно, вот эта история, она же идет откуда-то. Конечно. Вот кто рассказал, цепочка, кто ее, кому как рассказали и как она до тебя дошла. Можно получить подробно, откуда эта информация более информацию я получил, даже есть, говорят, в Петербурге, Ленинград, я назвал Ленинград, в Петербурге, говорят, в нашем архиве, государственном архиве в Петербурге есть, говорят, эти документы, подтверждающие то, что я говорю, да, в архиве, да, в историческом архиве, в городе Ленинграде, сейчас Петербург. И я еще слышал от своего отца, а то слышал от своего отца, как говорится, у нас же писем в то время не было, только устная передача Мармушанева, была устная передача у нас. И я слышал, что они говорили точно такие же слова, что если только ее будут охранять Бархойкант, тогда они, грузины, согласятся, чтобы их царица посетила страну кистов. И дав слово, они ее отпустили. И под прикрытием вот этого Бархойканта и его там дружины, как говорится, у нее была поставлена своя дружина, они обошли все границы кистов, объездили все уголки и спокойно, без всякого происшествия, вернулись к себе на родину. Вот это факт. Если есть факт есть. Это рассказ, я рассказываю не от себя, потому что история все поставит на свои места. Это только сейчас у нас есть доступ к информации большая, и архивам есть, и к разным записям есть. И я слышал это от своих отцов, а те от своих отцов. И вот переходит из поколения в поколение. Но я читал книгу, год издания 1894. Там старославянским шрифтом даже была написана книга. И вот там в книге, я точно не помню вот ее автора, но это была книга, выпущена еще до революции в России. Вот там именно этот факт был зафиксирован.
А ты не можешь книгу, название хотя бы А тогда, вспомнить? вот я не помню, честно, я не Уже помню. давно она. Это было давно. Я тогда еще где-то в 10 классе учился. Я даже не помню. 1800 чем-то году. книга. 1864, я помню. 64 Дату я год. помню. А. 1864 И год. кто написал, тоже не можешь вспомнить. Вот да? не знаю, автор не знаю, А. к сожалению.